Нормально. Связь хорошая, можно начинать, а вернее продолжать. В связи с пандемией подготовка к голосованию не прекращалась. Встречи организаторов проходили в формате видеоконференций. Сегодня очередная. Как рассказали эксперты из Москвы, сейчас изучаются различные варианты, как можно провести голосование. Опыт зарубежных стран будет учтен. 21 июня запланированы парламентские выборы в Сербии. Поэтому мы заслушиваем коллег, экспертов, делаем выводы, готовим рекомендации для избирательной системы. Обсуждается возможность досрочного и голосования в течение нескольких дней. Ориентируются на очный формат. Участки обеспечат всеми средствами защиты от коронавируса. Предлагают организовать температурный контроль. Вблизи каждой площадки оборудовать комнату для мытья рук, а кабины для голосования сделать без передней шторки. Один из обсуждаемых вариантов волеизъявлений – голосование на улице. У зданий, где обычно располагаются участки для голосования, могут появиться специальные шатры, куда будут приходить граждане заполнять бюллетени. Так можно будет избежать скопления людей в помещении. Как скоро может пройти голосование, специалисты пока сказать не берутся. Все будет зависеть от ситуации с пандемией, пойдет ли она на спад. Это главный фактор, который будет определять, мне кажется, старт голосования. И, конечно, даже при этом обеспечение всех участков, чтобы были соблюдены все санитарные нормы, и для пожилых граждан форматы голосования могут быть тоже на расстоянии. Что точно нужно сделать, это подготовить наблюдателей. Сейчас для них в стране уже запущены онлайн-занятия. Доступно мобильное приложение, которое также может скачать любой пользователь и, соответственно, воспользоваться. По вебинарам хочется сказать в первую очередь, что действительно очень интересно получился проект. Число наблюдателей на голосовании по Конституции ограничено не будет. Сейчас в Татарстане заявились около 8 тысяч человек. Это представители политических партий, общественных организаций и простые граждане. Наблюдатель не будет привязан к определенному участку. Это возможность, называется, так скажем, мобильность наблюдателя. Он сможет присутствовать как на одном участке, также посетить и другой участок для того, чтобы воочию посмотреть, как там все происходит. Чтобы стать наблюдателем, нужно обратиться в Общественную палату республики. Прием заявок и обучение будет идти до дня объявления голосования. Дмитрий Иринин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.